И вот так начнется война. Да. Шокирующее видео для таджиков и кыргызов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что изменит ваше сознание. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Ассаламу алейкум, уважаемые братья киргизы. Между Таджикистаном и Кыргызстаном часто случаются конфликты из-за приграничных территорий. Но стоят ли они того? Гражданин Таджикистана Дилавар Сафаров записал видеообращение к жителям Кыргызстана в связи с конфликтом на таджикско-кыргызской границе. Мужчина напомнил, что оба народа всегда уважали друг друга и являются одной семьей. В истории никогда не было, чтобы возникали разногласия из-за куска земли между Таджикистаном и Кыргызстаном. А мы сегодня из-за куска земли убиваем друг друга. «Вы уважаете наших отцов, дедов и нас, как и мы уважаем вас», — сказал он. Автор видео напомнил, что супругой главного кыргызского героя Манаса была таджичка Каныкей. Вы сыновья великого Манаса, жена которого была таджичкой, братья. В мире есть две силы, не забывайте о них, это меч и ум. В большинстве случаев ум побеждает меч. Мы для других азиаты, мы одна семья. И когда в нашей семье происходят ссоры, мы не можем жить нормально, сказал Сафаров. Вы согласны с таким мнением? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Для жителя столицы, который далек от приграничных территорий, порой кажется, что в регионах жизнь остановилась. Люди разучились доверять друг другу и находятся в ожидании нового конфликта. Однако это далеко не так. Скажем так, не везде так. В многонациональном Лилейском районе Баткенской области, к примеру, людей не делят на национальности или страну проживания. Здесь много смешанных браков, а дети почитают родственников по обе стороны границы. Люди с радостью сидят за одним достарконом и признаются, что деление возникает перед выборами, когда на горячей теме начинают играть заинтересованные политики. Омарали Кыргызбаев и Максатай Эргешева поженились 5 лет назад. Их желанию создать семью никто из родственников не противился. В обеих семьях есть смешанные браки. У меня бабушка узбечка, дедушка кыргыз. Для нашей семьи межнациональный брак – это не новость, поэтому никто не был против. Моя бабушка еще отдала меня в узбекскую школу, как будто знала мою судьбу, говорит Максатай Эргешева. Взяв в жены кыргызку, Умарали последовал примеру брата. Говорит, что его счастливая семья дала уверенность, что для любви национальность не преграда. Я знаю кыргызский. Родня моей жены хорошо понимает узбекский. Если какое-то слово не вспомню, могу сказать на узбекском, они отлично поймут. Про кыргызские обычаи знаю, стараюсь им придерживаться, пояснил Умарали Кыргызбаев. В районе, в особенности в Исфане, где проживают более 10 национальностей, преодолели языковой барьер по-своему. Жители научились общаться на смешанном диалекте, понятном только им. Часто можно услышать, как кыргыз и узбек мило общаются, и каждый отвечает на своем языке. К сожалению, в некоторых местностях исторически так сложилось, что кыргызы и таджики разделили одно небольшое село на две части. Теперь, например, в Андараке таджики, в Искре кыргызы. У каждого своя школа на родном языке, детский сад и мечеть. Как уверяют местные власти и представители таджикской диаспоры, несмотря на обособленность друг от друга, сельчан многое объединяет. Кстати, для укрепления дружбы двух сел здесь приветствуются не только смешанные браки, но и изучение кыргызского языка. Директор школы в Андараке на работу приглашает учителей из соседней Искры. А конфликты в Максате, Варухе, то есть на кыргызско-таджикской границе, нас не касаются. Мы граждане Кыргызстана и Таджикистана, и нам важны мир и стабильность в стране, добавил Назиржан Таиров. На самом деле есть же места, где таджики, кыргызы, узбеки живут без всякой проблемы, создают семьи и не вступают в конфликты, значит, это возможно. И это действительно возможно, ведь мы все с вами братья. А делить семьи и убивать друг друга из-за какой-то земли, это не стоит того. А как вы считаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Наша дружба и будет до конца. Для понимающей точка достаточно, а для непонимающей как свечи возле слепого. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.